Ну, в политике психушка это нормальное дело, да. Я просто пришла домой, приехала, помню, с магазина, а там скорая стоит. Я говорю, вы куда собрались? Ну, госпожи Кнора. Я говорю, а что с ней? Я тут понимала, это уже серьезно, да. Я уже играю в серьезный, так сказать, карточный домик по-немецки, знаешь. Сегодняшняя история будет связана с несколькими персонажами, которые по своей природе имеют сходство с некогда известной Анной Чапман, которую в 2010 году в США осудили за шпионаж. По счастливой случайности, все фигурируемые люди в этом видео являются общественными или политическими деятелями, которых из-за цвета волос или принадлежности к определенной гендерной или национальной группе осудили в шпионаже. Совпадение, не правда ли? Всем привет, дорогие друзья, с вами говорил Фурслан, и ты находишься на моем YouTube канале. В Вашингтоне арестована россиянка Мария Бутина. ФБР обвиняет Бутину в том, что она работала с 2015 года по меньшей мере до февраля 2017 под руководством правительства России в Соединенных Штатах Америки. Ее подозревают в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента, из-за чего ей грозит до 5 лет тюрьмы. Мария Бутина родилась в Барнауле, в семье бизнесмена и главного инженера энергетического предприятия. Свой путь она начала с поступления в Барнаульский государственный университет на факультет политологии, после чего доучилась в Москве. Именно ее русские корни стали главным звеном в обвинении в шпионаже на территории США. Как сообщает App News, прокуроры также утверждали, что Мария Бутина имела личные отношения с американским политическим оператором и предлагала секс другому человеку в обмен на должность. По иронии судьбы, Мария Бутина оказалась рыжей. Да еще и русской, так же как Анна Чапман в свое время или Елена Кнор, которая в прошлом работала помощником депутата Земельной думы в Германии. На сегодняшний день мы имеем целое трио русских женщин, которых обвиняли или обвиняют в шпионаже. Они имеют общие черты, которые на сегодняшний день приобрели эдакий стереотип, благодаря которому обвинить в шпионаже стало намного проще. Сейчас мы как раз таки и поговорим о Елене Кнор, которая, как я уже сообщал, в прошлом работала помощником депутата Земельной думы и самой большой оппозиции для страны – альтернатива для Германии. Это уже третий момент, когда рыжую женщину с русскими корнями обвиняют в шпионаже. Попробуем прийти к общему знаменателю, исходя из конкретно взятых прецедентов. Не так давно бывший помощник депутата записала видео в поддержку осужденной в США с отсылкой на шантаж и домогательство к женщинам в рабочее время. Стоит отметить, что она сама является обвиняемой в шпионаже и предательстве родины. Если описать ситуацию простыми словами, ее начальник домогался до нее, используя свои служебные полномочия, что и послужило поводом для заявления в полицию. Все русскоязычные девушки, наверное, как-то доступны. С этими неприятностями пришлось бороться, заступиться за русскую честь, за честь женщины в общем и за честь нашей страны. Вы не поверите, месяц после того, я уже говорила, мое дело в Германии достаточно хорошо описано СМИ, репортаж по телевизору были сделаны и так далее, и многие журналисты в федеральной прессе об этом уже стучали. У меня идут следствия, но у Марии Бутина уже идет суд. То есть я могу в любой день попасть в ее же ситуацию. Как вы думаете, почему? Тот депутат, для которого я работала, месяц после того, как я решила все-таки защитить свое женское достоинство и сказать нет, что русскоязычные девушки, которые работают в немецких парламентах, имеют тоже право на то, что на какую-то неприкасаемость. Да? Это не значит, если мы красивые, обаятельные, умные женщины, что мы готовы для всего, чтобы сделать карьеру. Это не так. И вы не поверите, месяц позже этот же депутат обвинил меня в шпионаже для России и также предательстве родины, то есть Германии. Более подробно о своем случае и взгляде на ситуацию с Марией Бутиной на моем канале поделилась Елена Кнор. Да, конечно. Для начала была некая Анна Чапман. Действительно, Анна Чапман была поймана, обвинена и осуждена в шпионаже. Но заметим, не по ее вине, не так, как она прокололась, а так, как ее предали. Мы не хотим сейчас вообще обсуждать тему, насколько это плохо или хорошо. Факт, что также и американские шпионы были пойманы, и в конце итогов Анна Чапман была обменена на американскую шпион обратно в свои страны. Хорошо, сейчас либеральное общество скажет, ну вот, да, видите, у нас есть основания, такое уже происходило. Пару лет позже появляется наша Мария Бутина.
тоже рыжая девушка, тоже русскоязычная, но на этот раз она в Америке представляет собой ассоциацию права на оружие. Что вы сейчас скажете? А вдруг это так? Я рада, что есть все-таки очень умные политологи в Европе. Именно один польский политолог выразил такую некую фразу: это было бы настолько неуклюже опять послать рыжую шпионку, если уже на то пошло. Но вы не поверите, это произошло. Марию Бутину обвиняют именно в этом, в шпионаже. Да? Теперь вопрос: а кто же я и почему я записываю для нашего канала Гаврилов именно этот ролик? Как я уже только что представилась, меня зовут Елена Кнор, я юрист, политолог, философ и активистка Бессмертного полка. Поэтому мы с вами записываем этот ролик именно здесь, у памятника для погибших русских солдат, советских солдат, на территории Германии, в прекрасном городе Магдебурге. Почему именно здесь? Потому что именно здесь я работала в прошлом помощником депутата Земельной думы самой большой оппозиции страны «Альтернативы для Германии». К сожалению, в моей жизни, профессиональной жизни, я столкнулась с мужчинами, которые пренебрегают своей властью. Такое бывает. Я не первая и не последняя. К сожалению, произошли некие неприятные ситуации, которые были озвучены и в прессе, и моему бывшему работодателю. И это уже обрело свою медийность в Германии вполне. Как интересно получается, чтобы обвинить русскую рыжеволосую женщину в шпионаже, достаточно факта всемирно известной Анны Чапман. Во всех слоях общества уже укоренился стойкий и неуклюжий стереотип о русских шпионках. Но исходя из обстоятельств, следствие таких дел, на поверхность всплывает типичная жажда секса и чувство унижения после отказа, а также инстинкт сохранения своего положения в обществе. Чтобы все понимали, покушение на чужое достоинство чревато нехорошими слухами, которые старательно скрывают за обвинением в шпионаже. А любые попытки сопротивления пытаются пресечь абсолютно любыми способами. Я вот так более спокойно ввожу в тематику, да, а по мере развивания событий, я вот в прокуратуре вчера была, они же меня пытались, я еще не все рассказала, Руслан, они меня же пытались в психушку увезти, чтобы я показания не дала. 2 недели назад у меня было покушение на мою машину, просто это все я пока записывала на немецком, да, видишь, надо начинать русские субтитры делать. Вот 2 недели назад, поэтому я вчера в прокуратуру ездила, было покушение на машину, то есть забили гвозди, чтобы не спустить колеса, а чтобы колеса лопнули на автобане, да, при скорости. Трубу пытались закрыть, чтобы газы шли внутрь машины, я отравилась. Как известно, в политике хороши все способы для достижения нужного результата. Об этом сказано даже в учебниках начальной школы, и, конечно, четкого вывода, исходя из подобных случаев, сделать не получится. Но однозначным остается только одно. Таких манипулятивных моментов в политике очень много, и зачастую обвинения являются надуманными и без каких-либо серьезных доказательств, как в случае с Марией Бутиной или Еленой Кнор. А с вами был Гаврилов Руслан, ставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал. Всем всего доброго, еще услышимся.